Эмомали Рахмон примет участие в неформальной встрече глав стран СНГ в Санкт-Петербурге. В Кулябском регионе задержаны трое, участвовавшие в облаве на призывников. Афганистан по-прежнему является источником опасности для государств-членов ОДКБ и в первую очередь для Таджикистана. Талибан объявил о запрете обучения женщин в университетах. Зеленский вылетел в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в неформальной встрече глав стран СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Встреча состоится 26-27 декабря. Кто будет сопровождать Эмомали Рахмона и намечена ли двухсторонние встречи с президентами других стран, пока неизвестно. Как отметили в пресс-службе, на данный момент нет еще определенного плана по этой поездке. Ранее председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев отметил, что эта встреча придаст дополнительные импульсы укрепления сотрудничества. Встреча руководителей стран СНГ состоится по инициативе президента России Владимира Путина. Предыдущая аналогичная встреча глав государств прошла 7 октября также в Санкт-Петербурге. В Кулябском регионе задержаны трое участвовавших в облаве на призывников. Работник военного комиссариата, сотрудник милиции и зампредседателя сельского джамуата в Васейском районе подозреваются в избиении уже отслужившего в армии молодого парня в ходе облавы и принудительном призыве освобожденного по состоянию здоровья местного жителя, сообщили в Кулябской зональной прокуратуре. Работник военкомата Хактун Рахматшоев, сотрудник МВД Фархода Рахматулло и зампредседателя сельского джамуата Саид Аброр Каландаров подозреваются в злоупотреблении служебным положением, сообщили в Кулябской зональной прокуратуре 20 декабря. Задержанным грозит крупный штраф или лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Афганистан по-прежнему является источником опасности для государств-членов ОДКБ и в первую очередь для Таджикистана. Об этом во время пресс-конференции по итогам деятельности ОДКБ в 2022 году и результатах очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване сказал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, передает Белта. Я могу констатировать такую оценку всех государств организации. Афганистан по-прежнему является источником опасности для государств-членов ОДКБ и прежде всего Таджикистана. Сейчас мы не видим явной угрозы непосредственного вторжения со стороны Афганистана, сказал Станислав Зась. Генеральный секретарь ОДКБ отметил, что сохраняются угрозы, которые существовали ранее. Эти угрозы террористического характера, наркотрафик, экстремизм. Поэтому мы придаем важное значение укреплению безопасности наших южных рубежей, заявил генсек. По словам Станислава Зася, эта работа ведется в разных направлениях. Это и проведение совместных мероприятий на этом направлении, и укрепление тех сил и средств, которые участвуют в защите и охране южных рубежей Таджикистана. По нашей оценке, актуальным остается и завершение работы над разработкой программы по усилению отдельных участков границы Таджикистана и Афганистана. Сейчас есть объективные трудности, которые мы пытаемся преодолеть для завершения этой работы, заключил он. Зась также сообщил, что на данный момент не обсуждается вопрос вхождения в ОДКБ новых членов. При этом на этой же конференции генсек ОДКБ сообщил, что ведутся работы по укреплению сотрудничества с Китаем. Однако, какого рода это сотрудничество, не сообщается. Он лишь сообщил, что ведется соответствующая работа и по парламентской линии, и по линии Министерства иностранных дел определенная работа проводится по укреплению сотрудничества ОДКБ-Китай. Правящее в Афганистане движение Талибана объявило, что афганским женщинам отныне запрещено обучаться в университетах, сообщает BBC. Как говорится в заявлении Министерства образования, ограничение доступа женщин в университеты вступает в силу немедленно и на неопределенный срок. Женщин в Афганистане последовательно лишают возможности получать образование. В прошлом году талибы запретили девочкам посещать средние школы. В марте нынешнего года Талибан раскритиковали иностранные правительства после того, как талибы, подав несколько сигналов о том, что школы для девочек скоро могут быть открыты, в итоге оставили их закрытыми.
Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон 21 декабря на встречу с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника. По данным CNN, Зеленский планирует встретиться с Байденом для обсуждения нового пакета военной помощи, который будет включать ракетные системы «Патриот». В ходе потенциального визита в Вашингтон он также может обратиться к Конгрессу. Ранее Белый дом отказался комментировать информацию о потенциальном визите Зеленского. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси не подтвердила сообщение, что президент Украины приедет в Капитолий 21 декабря.